Вы смотрите информационную программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. С середины июля в Якутске на проспекте Ленина действует запрет на движение мотоциклов о мере. В Ленске создана штрафстоянка для лошадей. Такое решение было принято городскими властями. Как к решению отнеслись горожане? С 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой медпомощи. Насколько готовы к нововведениям медработники? Теперь пациенты кардиососудистого центра могут стать подопечными Центра комплексного соцобслуживания. Ученикам будут ставить оценки за поведением. С 1 сентября школы Якутии начнут работать по обновленным образовательным стандартам. Об изменениях. На заседании коллегии Министерства строительства Республики подвели итоги десятилетней работы в рамках юбилея 90 лет со дня основания. Так, за это время в Якутии ввели более 6 миллионов квадратных метров жилья, из которых 3 по Якутску. Ежегодно показатели введенных в эксплуатацию домов растет. Так, в 2025 году показатели превысили 7% от предыдущего года. В эти данные входят школы, детские сады, больницы и спорткомплексы. Всего за 10 лет построили 522 объекта социальной инфраструктуры. В рамках заседания прошло награждение специалистов строительной отрасли. Сегодня на коллегии у нас будут обсуждены вопросы создания сквера строителей, посвященного этим юбилейным мероприятиям. Подведены итоги работы в отрасли. Именно строители наши – это те люди, кто сегодня строят, создают облик нового будущего нашей республики. И социальные объекты, и объекты жилой застройки, объекты инфраструктуры, в том числе линейные. Это и дороги, это и газопроводы, это и линии электропередачи, это и станции. Все, что мы с вами видим, это, безусловно, создано руками наших строителей. В Якутии планируется создать современный центр обработки данных, который станет одной из ключевых инфраструктурных площадок для развития технологий искусственного интеллекта на Дальнем Востоке. Проект был представлен председателю правительства России Михаилу Мишустину в рамках создания дальневосточного кластера искусственного интеллекта. Центр обработки данных представляет собой высокотехнологичный комплекс, предназначенный для размещения оборудования по хранению и обработке больших объемов информации. В настоящее время в Якутии рассматриваются площадки для размещения будущего центра с учетом наличия необходимой энергетической инфраструктуры. Бесплатное оборудование, реабилитация в домашних условиях и социальное сопровождение – все это включает новый проект «Маршрут заботы». Сейчас его участниками уже стали свыше 30 пациентов кардиососудистого центра. Встретилась с ними наш корреспондент Сарглана Неустроева. Мне всего 49 лет, я даже и не думал об инсульте, признается пациент кардиососудистого центра Владимир Парников. Около месяца назад мужчина выехал в Ленск по работе. Там его и настиг страшный диагноз. Тогда дальнейшая жизнь Владимира целиком зависела от того, как быстро среагируют медики. Ксанове меня отправили сюда и сделали операцию. Я очень благодарен, что все так быстро сделали, все вовремя. Ну, я такого не ожидал, конечно, от себя. Реабилитацию пройду, после этого выпишут. Ждете этого момента? Ну, все-таки больница есть больница. Да, жду, конечно. С родными встретиться. Детей уже месяц как не виделись. Но борьба за долгую жизнь для Владимира продолжится и дома, где необходимо будет строго соблюдать рекомендации врачей. Как отмечают специалисты Центра социального обслуживания, не всегда близкие готовы к таким переменам морально. Именно для этого и работает проект «Маршрут заботы». Мы на базе нашего национального медицинского центра в двух отделениях полностью имеем доступ, полностью имеем возможность отрабатывать школу ухода, обучать родственников, как дальше жить, как поддерживать, какую психологическую помощь делать. И при этом мы предоставляем, благодаря нашему фонду «Старость Вратес», бесплатно все эти технические средства реабилитации, начиная, как говорится, уходовых средств и кончая кроватями, да?
Иными словами, специалисты не оставляют своих пациентов после их выписки из больницы, а продолжают свое шефство. Такой помощью уже воспользовались 37 человек, и среди них мама Степаниды Трофимовой. Ухаживаю за своей мамой Трофимовой Анной Гаврилевной. У нее случился инсульт 19 июня. Вот маршрут и забота нам предложила свою помощь. И мы получили кровать функциональную, вообще современную, с пультом. И уже установили дома. Угу. И вот мы на днях выписываемся, у нас вся комната уже оснащена. И ведь этот проект не только про материальное оснащение, это посыл «ты не один». Стоит отметить, что реализация маршрута заботы стала итогом объединения двух национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые инициированы президентом страны. А значит, маршруты будут проложены и в другие города нашей республики. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. С 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой медпомощи. Он существенно меняет подход к работе медиков в экстренных ситуациях. Теперь специалист берет на себя ответственность за сложные клинические решения непосредственно на месте чрезвычайной ситуации. Насколько готовы к нововведениям сотрудники Нерюнгринской ЦРБ, узнавали наши коллеги. Новый профессиональный стандарт расширяет компетенции врача скорой помощи. При чрезвычайных ситуациях он должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и оценить состояние человека, принять клиническое решение, определить тактику и маршрутизацию по современным клиническим рекомендациям. Наши сотрудники скорой медицинской помощи, конечно же, готовы к новым вызовам, к новым реалиям стандарта. Единственная, конечно, у нас проблема – это все-таки кадровый дефицит, который есть, имеется в нашем районе. Вот эта проблема все-таки у нас решаемая, она постепенно будет решаться. Согласно новому стандарту, принимать решения на месте сможет не только узкий специалист по профилю «Скорая медицинская помощь», но и врач с аккредитацией по специальности «Лечебное дело». Эта мера позволит расширить кадровый резерв. Параллельно с обновлением нормативной базы идет активное техническое переоснащение службы. Пополнился парк автотранспорта скорой медицинской помощи на 7 единиц. 6 из них класс «Б», 1 реанимобиль класс «С». В общем, у нас получается, сейчас район будет обслуживать 2 автомобиля реанимации, это класс С, и 12 автомобилей, получается, класса Б. Всего у нас 14 машин будет. Автомобили новые, видеонаблюдение, в автомобилях установлены рации, дефибрилляторы стоят, современное оборудование. Не менее значимым является и инфраструктурный компонент преобразований. В скором времени завершится капитальный ремонт здания станции скорой помощи. Все эти изменения в совокупности позволят получать более оперативную и качественную экстренную помощь. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске создана штрафстоянка для лошадей. Такое решение было принято городскими властями. Такая мера поможет решить проблему самовыгула животных. В последнее время на улицах города можно наблюдать свободно разгуливающих лошадей. Они спокойно ходят по дорогам, тротуарам, потрошат мусорные баки, портят муниципальное имущество, топчут газоны. Некоторые жители реагируют на происходящее спокойно. Многие негодуют, просят решить проблему. Несомненно, эта ситуация создаст серьезную опасность для горожан и нарушает санитарные нормы. Чтобы предотвратить возможные последствия, отловом животных теперь будет заниматься предприятие Батамайской. Содержать их будут на специально отведенной площадке. За каждый день пребывания владельцам придется платить. У нас место приготовлено, корм есть, водопой, все есть, человек есть. Скот ходит, заявки поступают через ЕДДС, через службу диспетчерской единой. Они говорят, где что, какой скот ходит, люди жалуются. Пока еще мы пробовали отлавливать лошадей, очень много лошадей ходит. В принципе, это хозяева, насколько я знаю, это 2-3 человека, которые их лошади ходят. Мусорки здесь ворочат, детские площадки топчут. С середины июля в Якутске на проспекте Ленина действует запрет на движение мотоциклов. Решение было принято по итогам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробнее о том, как действует запрет и как отзываются о нем жители столицы, в сюжете далее.
Ранее вместе с запрещающим знаком здесь стоял знак ограничения по времени. Сейчас же его вовсе нет, полностью запрещая езду на мотоцикле на проспекте Ленина. Тем самым это вызвало множество вопросов у тех, кто любит ездить на мотоцикле. Андрей Николаев – один из мотолюбителей. Мотоциклами он увлекся 4 года назад, вступив в местное сообщество таких же единомышленников. По городу Якутску есть 3 сообщества любителей. Это «Ночные волки», «Северное братство» и «Мы всадники». У нас клуб насчитывает 10 человек, ну и другие клубы, они чуть-чуть побольше, чем наши. В целом это просто сообщество любителей покататься на классных мотоциклах, хороших, любителей дорог, дальних дистанций. На своем личном железном коне Андрей разъезжает постоянно на работу за покупками или просто отвозит ребенка в школу. И все маршруты проходили через центр. Теперь же запретом приходится либо корректировать курс, либо использовать альтернативы в виде пешей ходьбы или общественного транспорта. Очень странно, что принимают такое решение. Мы понимаем, что откуда все это идет. Мотоциклистов с каждым годом становится больше. К сожалению, часть из них становится нелегально, у кого-то нет категории. Понятно, что это борьба с шумными мотоциклами, да, с шумными питбайками, а сказывается на нас, на нормальных мотоциклистах, которые все правила соблюдаем, за категорию получили, а сдаем, учимся и так далее. На нас сказывается, и поэтому мы возмущены. Сейчас запрет действует круглосуточно. Тем не менее, находятся те, кто игнорирует изменения и продолжают проезжать по проспекту. Так, нарушителям предусмотрен административный штраф. Ограничение распространяется на все виды мотоциклов, независимо от объема двигателя, мощности и категории водительского удостоверения. Требования распространяются на транспортные средства, относящиеся к категории мотоциклов в соответствии с законодательством. Данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийных рисков и обеспечение комфортного и безопасного передвижения всех участников дорожного движения по одной из центральных улиц города. Жители в большинстве восприняли новые ограничения положительно, так как сами неоднократно сталкивались с проблемой мотоциклистов. Это хорошо, для пешеходов как минимум это хорошо, потому что часто же случаются здесь аварийные ситуации. Конечно, надо. Тут дети и все такое. Кажется, это нормально. Это будут проблемы для молодежи, конечно, да? А для старшего поколения в ночное время, наверное, будет тишина. Думаю, что это тоже хорошо. Это странно, если честно. Для меня это странно. Потому что снимают глушители, делают прямоток, и все это визжит, орет в любое время суток. А как вы считаете, если вы будете спать, и за окном будет дребезжать что-то? Тоже касается и легковых автомобилей без глушителя, прямоток. С момента введения новых ограничений прошел почти месяц. За данный срок на проспекте не было зарегистрировано ни одного происшествия с участием мотоциклов. Тем не менее, время покажет эффективность и потребность в этом запрете. Тимур Калмогоров, Аэлита Махно, Якутск. Лечебный массаж и физкультура, консультация психолога, физиолечение, эрготерапия. Такие процедуры проходят участники СВО и члены их семей в Республиканском реабилитационном центре. Каждому из них назначаются оздоровительные процедуры, исходя из состояния организма и полученного ранения. Кроме того, во время реабилитации военнослужащие занимаются в адаптивном центре. Специалисты дома Арчи проводят духовное благословение, встречаются со специалистами различных организаций по вопросам социальных льгот и выплат. С начала спецоперации реабилитацию прошли более 1200 бойцов и членов их семей. Программа комплексной реабилитации включает в себя социальную, медицинскую и психологическую помощь и социокультурную реабилитацию. В центре продолжает работать одно окно, межведомственное взаимодействие с Госфондом «Защитники Отечества», Управлением социальной защиты, Службой занятости и техникума интерната. Совместно мы проводим мероприятия по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. Всего проведено 135 мероприятий.
Деятельность Республиканской комиссии «Вместе к победе» продолжается в тесном взаимодействии с Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса и службой спасения. На сегодняшний день участникам СВО направлено 111 единиц техники, включая 98 автомобилей, 10 мотоциклов и 3 квадроцикла. Благодаря содействию авиакомпании «Якутия» и полярной авиалинии налажена оперативная доставка грузов авиасообщения, в том числе через делегации, выезжающие к своим коллегам и землякам. Кроме того, после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на одном из опорных пунктов работу провела выездная комиссия для координации дальнейшей поддержки. Дополнительно хотелось бы сказать, что буквально вчера республиканским оперативным штабом приняты дополнительные меры по усилению работы в качестве удовлетворения получающих заявок от наших земляков, от военнослужащих, участников специальной военной операции. Также проведена работа по кадровому решению ротации наших сотрудников опорных пунктов, которые, согласно имеющемуся кадровому резерву, заменяют друг друга в определенный период времени. Координационным центром и Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасс в эти дни запланирована командировка в Аймяконский район, в частности в поселок Уснера, для встречи с недропользователями. Тысячи якутян, бойцов отряда «Барс» по зову сердца встают на защиту Отечества. Они проходят обучение в учебном центре спецподготовки «Ботор» и отправляются служить в рядах более 40 добровольческих отрядов. Подробнее о героях, стоящих на передовой, смотрите далее. В центре «Ботор» добровольцы со всех уголков республики проходят обучение по разным дисциплинам – от тактической медицины до тактической и огневой подготовки. Их обучают ветераны боевых действий и опытные военные инструкторы. За весь период работы центра обучение прошли 2229 добровольцев. Очень много товарищей, друзей, знакомых, родственников туда пошли, и все равно не мог оставаться в стороне. Должны быть понятия такие, как обучаемость и наличие определенных знаний и способностей. И по этим категориям отбирались в подразделения ребята. И каждый, кто в чем был силен, гораздо, к чему душа больше лежала, там себя и проявляли. Барсы мужественно сражаются в рядах автослужб, саперов, медиков и операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня они возвращаются с фронта на родину и рассказывают о своем опыте. Один из них, боец с позывным «Рагнар», недавно вернулся со службы в войсках беспилотных систем и отметил, как важно вносить свой вклад не только в боях, но и в поддержке. Дроны выполняют гуманитарные миссии и обеспечивают продовольствием, боеприпасами и продуктами, медикаментами бойцов, которые находятся на самой передней линии. Хочу отметить, что Саха-дрон, очень понравились их дроны, особенно 15-дюймовые, которые превосходят войсковые дроны. Скажем так, немного по характеристикам лучше будет. Бойцы делятся, что поддержка земляков из Якутии стала для них надежной опорой и придавала им дополнительные силы. Жители республики всесторонне поддерживают военнослужащих, регулярно отправляют гуманитарную помощь, адресные посылки и технику. Очень большую помощь оказали нам волонтеры, особенно с нашей республики. Это было очень заметно, даже не только в праздничные дни, в памятные дни. То есть всегда приходил с родины, скажем так, такой подарок. Сразу чувствуется, то, что Родина всегда с тобой. Учебный центр «Ботор» продолжает обучать добровольцев, а якутяне проявляют на передовой особую смелость и самоотдачу якутских богатырей. Диана Антонова, Станислав Потапов, Якутск. Уже с 1 сентября школы Якутии начнут работать по обновленным образовательным стандартам. Ученикам будут ставить оценки за поведение, в расписании появится новый предмет, а часть учебных программ изменится. Что ждет школьников, родителей и учителей в новом учебном году, узнаем далее. Одним из главных нововведений станет оценка за поведение. Ее будут выставлять классные руководители, опираясь на мнение учителей-предметников. При этом учитывать будут не только дисциплину на уроках, но и поведение ребенка в школе в целом. А сама система будет трехуровневой. 3 оценки будут выставляться. Да? Это допустимые, недопустимые и образцовые. Поэтому таких затруднений, наверное, скорее всего не будет. Оно призвано, во-первых, чтобы дисциплинировать ребенка, мотивировать ребенка на обучение и избежать каких-то конфликтных ситуаций, которые часто происходят, наверное, в нашей повседневной жизни, да? Чтобы родители, дети и учителя знали, какая оценка выставляется и за что выставляется.
Однако изменения коснутся не только воспитательной работы. С нового учебного года обновится и сама образовательная программа. Для учеников 5 классов сократят количество уроков иностранного языка с 3 до 2 часов в неделю. Освободившееся время направят на новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России. В программу курса войдут темы, посвященные семейным ценностям, истории страны, а также биографиям выдающихся россиян, героев, ученых, спортсменов и общественных деятелей. В этом году вводится в 5 классе, это будет со 2-го полугодия по 1 часу. Учебная нагрузка для детей не меняется, эта школа сама должна распределить, да? Как вводить. И мне кажется, вот самое время, самый возраст, когда ребенок закончил начальные классы, поступает в 5 класс, у него адаптация проходит до Нового года, и как раз ребенок для себя делает выводы в это время же, да? Он все анализирует, это плохо, это хорошо, и вводится новый предмет, где самой основной идеей являются семейные ценности. Изменения затронуты гуманитарные дисциплины. В школах увеличат количество часов на изучение истории России. В программу включат материалы по истории родного края. При этом обществознание школьники начнут изучать позже, только с 9 класса. Сейчас образовательные учреждения республики готовятся к переходу на новые стандарты, разрабатывают локальные документы и вносят изменения в школьные программы. Дарья Краленко, Артумен Наговицын, Якутск. Стала известна деловая программа Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Программа включает более 70 сессий. Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северян. На форуме обсудят реализацию мастер-планов 25 городов Дальнего Востока, строительство арендного жилья, демографические программы макрорегиона, развитие науки и другие темы. В преддверии Всероссийского дня физкультурника летний лагерь «Энергетик» превратился в большую спортивную площадку. Полицейские провели для более чем 400 ребят всероссийские акции «Зарядка со стражем порядка» и каникулы с общественным советом. Все подробности далее. Яркое и солнечное утро, площадка детского лагеря «Энергетик» на фоне зеленых деревьев и свежего воздуха под бодрую и ритмичную музыку выстраиваются сотни детей в спортивной форме. Здоровый дух в здоровом теле. В Якутске с размахом стартовала всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». Сегодня главный тренер ребят, старший методист культурного центра МВД Якутии, неоднократный призер танцевальных конкурсов Дмитрий Тен. Под его руководством и звуки энергичной музыки дети выполнили общеукрепляющий комплекс упражнений с элементами танцевального флешмоба. Спортивное утро быстро перешло в важный урок безопасности. Сразу после физической разминки началась лекция в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом». Инспекторы госавтоинспекции капитан Филипп Тырылгин и младший лейтенант Лидия Ефремова напомнили ребятам главные правила жизни современного пешехода и будущего водителя. Сегодня в детском лагере «Энергетик» мы провели мероприятие для детей в рамках всероссийских акций «Зарядка со стражами порядка» и «Каникулы с общественным советом». Представитель культурного центра МВД Дмитрий Тен провел танцевальный флешмоб, где ребята активно приняли участие и зарядились энергией. Также сотрудники госавтоинспекции рассказали детям в формате лекции о безопасности на дорогах и призвали соблюдать правила дорожного движения. Эти встречи показывают, что полицейский – это не просто строгий человек в форме, а как старший товарищ. Он всегда готов помочь, научить уму-разуму, защитить и организовать танцевальный флешмоб. А маленькие сувениры от ГИБДД станут для ребят верными талисманами безопасности. Мария Ким, Валентин Удинов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и встретимся в эфире.